Слушайте нас чуть-чуть погромче в прямом эфире новостя. Вокруг микрофона сгруппировались Макар Мурковкин и Степан Сундуков. Здравствуйте. Что творится нынче в мире, передаем в прямом эфире. Международные новости. США запросили встречу президента России Владимира Путина с главой Госдепа США Джоном Керри во время его приезда в Москву. Видать, Обама совсем уже ничего не решат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Керри рассматриваться. Может, Жириновского лучше вместо Путина на встречу отправить? Это же зачем? Надо же показать, что санкции разными бывают. Планируется, что Керри будет находиться с визитом в Москве в конце марта и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Нужно госсекретаря до 1 апреля задержать, а там по-всякому его разыграть можно будет. Даже сказать, что навстречу к Путину поедет. Российские новости. Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что курс рубля в 2016 году может составить 70 рублей за доллар. Тоже меня удивил. Вообще-то, люди уже и без Кудрина поняли, что курс рубля может провалиться как угодно и куда угодно. По мнению Кудрина, ослабление рубля может произойти из-за высокого дефицита бюджета, даже если цена на нефть будет стабильной. Так это ж здорово. Значит, российская экономика научилась не зависеть от нефти. Кудрин добавил, что по его прогнозу цена на нефть в текущем году составит 35-40 долларов за баррель. Интересно, что скажет Кудрин, ежели нефть все-таки будет стоить дороже? Да какая уже разница, ежели нефть будет стоить дороже? Опять людей стращает Кудрин, ужасные вещи говорит. А может дать ему работу, тогда он точно замолчит. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.